Ну, и если честно, мы, мягко говоря, не очень довольны результатами данной избирательной кампании, хотя нужно дождаться окончательных итогов, когда Центральная избирательная комиссия республики подведет, соберет все протоколы, мы сравним со своими данными. Надеюсь, что не будет разночтений. Пока на данный момент сложно ли говорить, были ли серьезные нарушения. Нужно проанализировать, проанализировать весь ход кампании, в первую очередь, с самого начала, что не доработали, почему наши идеи были перехвачены, почему с правильными, с федеральными, с общечеловеческими ценностями мы не смогли иногда достучаться до людей и позволили им обмануться и клюнуть, проголосовать за партии обманки, партии федерального уровня, но не представляющие, не представленные в республике. Избиратель сделал свой выбор, они не прошли в парламент, но они отъели голоса у оппозиции. То есть будет проведен анализ и будут соответствующие выводы сделаны. Компартия Российской Федерации не живет во время выборов, она живет каждодневно. Поэтому мы продолжаем работать в республике, и мы, разумеется, будем стараться и надеемся на лучший результат на дальнейших выборах. Я всегда говорил и считаю, что жизнь не заканчивается выборами. Будет следующий день, и задача любой партии и Компартии Российской Федерации в первую очередь каждодневно доказывать, каждодневно проводить те наказы, которые мы получили во время избирательной кампании. А наказ простой, чтобы власть работала для народа, чтобы власть думала о людях, а не думала о себе и об олигархах. Вот это наш основной постулат, и каждодневно в парламенте, на любом уровне, на городском совете, муниципальном совете, на госсовете республики наши представители будут этого добиваться.